Это счастье минует вас. И сковородка чугунная. Таких сейчас сковородок-то почему-то не нахожу я. Попадет, говорит, отмашет тебя, Сергей, за твою болтовню. Я здесь, я здесь. Да. А постоянно что-то учит ведь. Да, да. Но сразу же. На подсказам, да. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы на кухне и будем делать блины, необыкновенные такие блины. Значит, у нас я здесь подготовила, значит, манку, 2 стакана манки, муку тоже вот стакан муки, воду теплую и сахар и соль, конечно, дрожжи еще. Блины будут на дрожжах. Давайте я тоже поздороваюсь с вами, друзья. Здравствуйте, дорогие зрители нашего канала. И хочу еще немного добавить. Блины такие, ну, я не знаю, можно их назвать блинами или нет, но это конвертики такие, а внутри будет счастье. Конвертики счастья такие. Вот, ну, как будет и что будем делать, я, конечно же, буду обязательно засниму еще. Без моих комментариев вы не останетесь, и как бы минует вот это счастье минует вас. Я, как обычно, буду комментировать, а Маша будет готовить. Вот. Сыпем, значит, манку. Манка 2 стакана сразу. Ну, Маша, она объединила там в 1 стакан. Ну, там 400 грамм получается. Дрожжи полностью. Пакет 11 грамм. А вот я не знаю, я вот никогда еще не ел блины с дрожжами. Но это как бы говорим, что блины, я не знаю, как они скорее всего похожи просто на блины. Скажем, что блины. Добавляем соль. Соль где-то чайная ложка у нас. И 2 столовые ложки сахара. Это все, вот я смотрю, Маша это все на сухую перемешивает, да? Да, перемешаю это в сухую. Блины я люблю, особенно я люблю блины с творогом. У меня и с детства вот это вся ассоциация такая. Мамины блины такие на печке, на углях. Добавляю воду теплую. Ну, примерно 2 стакана добавлю. Стакан оставлю на потом. Это я сейчас буду размешаю все. Я так понял, что манка потом должна еще и набухнуть, да, и дрожжи еще должны заиграть. А для того, чтобы быстрее там дрожжи начинали работать, я так думаю, вода должна быть теплая, да? Да. Ну, я вернусь к блинам, к маминым блинам. Мама всегда пекла блины не на электрической плите, а ну вот угли-то вытаскиваешь, когда остаются угли, вытаскиваешь на предпечье. Вот она жарила там блины, я помню, в детстве. И ой, такие вкусные блины. И сковородка чугунная. Таких сейчас сковородок-то почему-то не нахожу я нигде. Ну, не продается вообще. Ну, именно вот такие. Тяжелые, чисто чугун, что. Есть наподобие там, может даже и какие-то современные вещи. Ну-ка посмотрим, что там происходит у тебя в кастрюле. Размешиваю. Ага. Ну, потихоньку тесто. Да, получается. А, это же потом надо будет доходить еще, да, ведь? Да, на полчасика. Дрожжи-то должны подняться немножко.
Вот. Постоит в теплом месте полчасика и потом начнем жарить блины. Ну, я в предвкушении, что за интересные, Интересный такой рецепт. да, что за интересные конвертики счастья мне Маша сейчас подарит сегодня вечером. Ну все, тесто готовое. Ну, скажем, что еще не готовое. Оно должно остаться, Но. наверное, да? Но сейчас вначале я говорю, что тесто готово. Сейчас я это все закрою. И пусть у нас постоит 30 минут. Все, я молчу. Помнишь на старом видео, там, где колбасу-то делали, там комментарий был, говорит, попадет, говорит, от Маши тебя, Сергей, за твою болтовню. А я не знаю, Маша, она более такая, ну, неразговорчивая. Она любительница слушать и делать. А я вот такой болтун. Ну, в семье кто-то должен болтать все равно. Вот я и за двоих и болтаю. Я думаю, или ты тоже так думаешь? Перебор. Ты тоже так думаешь, что когда-нибудь склопочу я от тебя за свою болтовню? Да нет, почему? Нет. Разговаривай. Даже если я попрошу, наверное, я не схлопочу. Это, вот, смотрите, укрывает пищевой пленкой еще, Маша. Такой момент. Так, пусть оно постоит сейчас, это тесто, полчасика. Мгм. Ну и так, друзья, у нас прошло полчаса. Вот такой примерно состав. Ну-ка, сука, такая. О, такая жидненькая. Кашица такая. Вот. Ну и сейчас нагреется сковородка. Жарить на сильном жару. Так я ошибаюсь или нет? Да, с одной стороны. Только с одной стороны жарить будем. И потом, что получится, уже в дальнейшем будем снимать. Начинаем жарить блины. Жарим с одной стороны. Значит, жарим на очень сильном огне. Такие дырочки вон появляются. Это так должно и быть. Так, это я, значит, один блин убираю. Так, наливаем дальше также. Дальше также жарим. Вот второй блин. Ну вот, дальше наливаем. Такие толстенькие блины получаются у нас. Но они как толстенькие, они пористые, они как бы объемные, так как пуш-пуш. Так ведь. Вот так дальше будем жарить все блины. С такими приятными красивыми дырочками получаются. Ну, это, наверное, дрожжи, потому что здесь очень много дрожжи положили, 11 грамм, конечно. Вот, и как бы набухают. Появляются дырочки. Так, еще один блин. Сережа сегодня молчит. Далеко В разговаривать. сторонке сидит и Далеко слишком молчит. отобрали у меня камеру, забрали к себе там. Я не знаю, слышите или нет меня. Я здесь, я здесь. Тишина. Все, уже включусь потом, как будем заворачивать еще. Последний блин уже вот жарим, готовим.
румяненькие наполовину. Вон такие блинчики получаются. С одной стороны румяные, а с этой стороны будем начинки класть. Выключаем. Это убираем. Ну вот. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, 7 штук вон получилось. Духовку включаем. Так, на 180. Ну, пока будет начинку лепить, Маша, там духовку на 180 включили, пускай греется. А я буду дальше снимать, что будет там, Маша, делать. Так, у меня уже подготовлен, значит, творог. Так, будем класть творог. В центре. И сюда я еще добавлю варенье, малиновое варенье. Ну, там любое же можно, наверное, да? Да. И дальше вот. Начинку даже побольше можно ложить, Маша, я смотрю, да, по размерам. Да. И, Ну, значит, вот такие конвертики я ну-ка, делаю. ну-ка, на руках поближе к камере. Какая красота! Смотрите, наклони немножко, наклони. О, Вот такие конвертики вот получаются. смотрите, какая красота. О, уверен, это будет очень вкусно. Вон Чего такие себе? длины. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. О, да, вот Снизу, смотрите. значит, это румяненький, а здесь... Я еще кричал, подгорит, подгорит. Да. У него всегда паника. Но не надо меня так сильно. Ну-ка, давайте еще как Маша завернет еще. А, для разнообразия там еще сыр приготовлен у нас. Вот, Вот сделаем. этот конвертик давай сыром сделай. Там реально можно начинку побольше поставить, Маша. Так, значит, добавляем сыр. Без варенья. Сыр Да. без варенья. И также Благодаря то, что вот, например, мы жарили с одной стороны, у нас все это конвертики залепляются. Я так понял. Да ведь? Вот почему была идея жарить только с одной стороны. Может, многие удивились там, почему жарим с одной стороны. Вот так, сейчас вот и выяснилось, почему. Ну, красивые очень. Я думаю, такие конвертики даже вот на Масленицу делать, это очень красиво будет. Для разнообразия. Просто блины и вот такие конвертики гостям на стол. Вообще красиво. сюда тоже варенье добавлю. И также Я, друзья, даже дышать боюсь сильно, чтобы не мешать Маше. А то вы постоянно меня ругаете там. да. А постоянно что-то учит ведь. Да, да. А ты хочешь... Это не надо так Как делать. это? Я по статусу старше. Наибольше. Знаю больше. Опыта больше. Вот и учу. Тем более сын учительницы, твоей учительницы. Моя мама учительница, первая учительница у Маши. Мне с сыром еще сделай. Вот. А расскажи, Маша, бабушка-то тебя часто угощала блинами? Блинами-то? Она больше пекла шанги. Ну, шанги-то, конечно, и блинами я спрашиваю. Блины-то, ну, да.
блины. Она знатная, так сказать, хозяйка была. И блины вот, и, ну, не знаю, блины, вот шанги она пекла очень классно, говорит Маша, и все время вспоминает вот эти драчону. Шанишки, но блины-то были же, но мне помнится вот эти больше. Больше шанги, да? Да. Ну, деревенские бабушки, комы бабушка очень любили шанги печь. Тем более, кто пережил войну, там, голод, они после этого, ну, для них это очень, ну, как, я не знаю, как, в памяти, наверное, вот этот голод отложился, и то, что вот тяжелые годы были, и потом, когда уже легче стало жить, очень часто пекли шанги, угощали внуков, детей, внуков. О, очередной конвертик Маша завернула. Красота ведь, красота. Вы не представляете, какая красота. О, как не представляете? Вы видите, какая красота. Просто шикарно. Шикарные. Вот так, друзья, выглядят наши конвертики счастья до духовки. Еще в духовке будут там они. Это самое, минут 10, да, или я Да, не знаю. уже духовка готова. Ну, тогда отправляем. Отправляем наши конвертики такие в духовку. На 10 минут. Я так понял, что сыр растаял там. И внутри сторона, которая испеклась. Все, ждем. Засекаем 10 минут. 10 минут-то быстро пройдет. За кадром вообще быстро пройдет. Жду вкусняшек от Маши. Ну что, вытаскиваем. Да, минут 10-то уже прошло. Вытаскиваем наши супер блины. Наши супер блины, супер красавцы. Я думал еще. Ну там они готовые же, просто вот внутри там было, что сыр растаял там. Снаружи-то ничего не изменилось, как вот было, да, румяненькие такие, а внутри вот все это растаяло. И там на тарелочку давать, Маша, и чай попить. Чай попить. Чай вдвоем. Вообще. Меня Маша по традиции со своих рук, Будет кормить. да, угостит. И со сладким чаем сейчас будем пробовать, друзья. Ну-ка, друзья, что там у нас? О, беленькое, сочненькое, сыр растаял, это супер. Супер красиво и супер вкусно должно быть. Сейчас меня Машенька угостит. Чаепитие, а варенья нету. Маша, варенье мне не... Ну ладно. Угощай, где блинчик мой? Где-то уже, где-то. Ну, когда я укушу один раз, укушу, прям укушу. Ну-ка. Вот, друзья. Ой, нежный вкус какой. Ну, носа запачкался, да. Вот это вкусно. Очень вкусно, друзья. Я полностью это съем сейчас. Вот это да. Вот это вкусно. Этот конвертик поистину можно назвать конвертом счастья. Гормоны, а ты знаешь, что гормоны счастья это
от сладкого выделяются гормоны счастья. От вкусняшек. За 3 приема я этот конвертик сожрал. Вот это да. Вкусно, да? А как Я с малиной. ты с малиной, тебе еще вкуснее. Счастье с малиной. Сладкой малиной. Жизнь малинника. Ну вот как, друзья, после этого не похвалить мою хорошую хозяйку? Браво, браво, за такую вкусняшку. Вот 1000 пальцев вверх поставлю. Очень вкусно. Вообще, вот, а манка вообще не чувствуется. Давай, что как будто вот не из манки. Вот как будто настоящие блины. И я все, вот Маша там дрожжи положила, еще боялся, будут кислые. Если я пробовала же тесто. Вообще не. Очень вкусно, друзья, советую всем это. Можно, конечно же, своих родных, там, гостей, друзей угостить такими вкусными конвертиками. Но самое главное, будет же масленичная неделя перед Большим постом. И вот испеките это, сделайте это, обязательно это сделайте. А потом напишите потом. Получилось у вас или не получилось, понравилось, получится, то обязательно получится. Ничего тут сверхсекретного нету, а вот понравится или нет, нам будет интересно. Нам вот, лично мне очень супер понравилось. Вообще. И красиво, и что-то вот оригинальное такое. И блины. Ну как-то, быстро и просто делается. Не, молодец. Мне понравилось, вообще супер. Супер, Маша. Я сейчас еще второй стакан, сейчас камера выключит, да еще пару блинов я еще, пару конвертиков точно съем. Еще. Вот. Ну что, будем заканчивать наше такое видео, вкусное видео. Вот так. Я довольная осталась. А я-то как доволен, вообще супер. Хоть песню пой, но песню уже петь не буду. Рецепт оставлю, вернее, составляющие оставлю под видео, конечно. Все. Всем пока. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока. Ждем всегда в гости с удовольствием и с открытым сердцем и душой ждем всегда на нашем канале. Посидите вместе с нами при нашей готовке. Оставляйте комментарии, давайте советы, это мы всегда принимаем. С радостью. Всем пока. Пока-пока. Сразу ему стакан выше налил. Да? Да. Латышский, ну-ка. Вот так, да. Ну, как Катюшка. Ой, сейчас как. Вот там раз укроп.